Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас и поздравляем вас с началом новой рабочей недели. Сегодня это утро встречаем с вами мы, Степан Федоренко и Дарья Анкехова. Спасибо. Сегодня мы вам расскажем, как в Якутске проводится тестирование детей в рамках проекта «Стань чемпионом». Познакомимся с замечательным врачом Виктором Поповичем, который начинал свою карьеру в Якутии и до сих пор с теплотой вспоминает наш край. Полезные советы для садоводов и огородников нам сегодня, конечно же, расскажет наш эксперт Варвара Ивановна. Ну и в рубрике «Советы юриста» расскажем о привилегиях, которые имеют многодетные родители. И, конечно же, сегодня нас ждут потрясающие встречи с нашими гостями. Да, не забывайте наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него какие-то свои приветы, поздравления, понедельничные добрые пожелания. Ну, сейчас перейдем к новостям. Одной из самых обсуждаемых новостей последних выходных были выборы мэра города Якутска. И у нас в студии Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Последние результаты уже известны? Доброе утро, коллеги. Да, есть предварительные результаты. Сейчас я их озвучу в нашем блоке новостей. В столице республики завершились досрочные выборы мэра. Победу одержал Евгений Григорьев, кандидат от «Единой России». До этого временно исполнявший обязанности главы Якутска. За него, по предварительным данным, свой голос отдали 34 900 избирателей, или 44% проголосовавших. Второе место в выборной гонке занял Виталий Обедин, представитель «Справедливой России». Он набрал 31 560 голосов. Замыкает тройку кандидат от Компартии Савва Михайлов. Его в качестве мэра хотели видеть 8 936 человек. Остальные кандидаты набрали 1% голосов и менее. Глава Якутии поздравил Евгения Григорьева с победой. Айсен Николаев отметил, что Григорьев справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо Якутска. «Хочу поблагодарить всех горожан, которые не остались в стороне и в эти дни пришли на свои избирательные участки», отметил Айсен Николаев на официальной странице в Инстаграм. Я обязуюсь работать на совесть. Я буду в первую очередь ставить интересы жителей города Якутска. Для меня, для самого, это была первая предвыборная кампания. Я благодарю и признателен всем тем людям, которых удалось встретить во время предвыборной гонки. Я приношу вам искренние благодарности свои за теплые слова поддержки и за те наказы, которые вы мне дали. Все они войдут в основу нашей дальнейшей работы в ближайшие 5 лет. По предварительным данным, в выборах главы Якутска приняли участие меньше половины жителей города, или 41,44%. По данным территориальной избирательной комиссии обработано 96,72% протоколов. Впервые в регионе выборы проводились в течение 3 дней. Напомню, избирательные участки открылись в пятницу 26 марта. Проголосовать жители Якутска могли, начиная с 8 утра до 20:00. На участках строго соблюдались меры безопасности. На каждом организовали температурный контроль. Места для антисептической обработки рук нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, в помещениях для голосования регулярно проводили дезинфекцию. В ТИКе считают, что опыт трехдневных выборов поможет в будущей работе. Для нас это был первый опыт проводить такое многодневное голосование. Ну, есть как плюсы, так и минусы. Мы видим недостатки в своей работе, которые учтем, если будет применена такая практика, как многодневное голосование. Но мне кажется, если осенью федеральную кампанию на выборах депутатов Государственной Думы она продлится, то у нас, в отличие от остальных регионов, уже есть опыт работы. И у наших участковых избирательных комиссий есть опыт работы. Вот сейф-пакеты вносят такие свои нюансы. Мы научились с ними работать, научились подводить итоги. И мне кажется, что в сентябре все должно быть безупречно.
К другим темам. Срок действия паспорта могут продлить в России. Предположительно, документ будет действителен в течение месяца после достижения 20 и 45-летнего возраста. Нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временными ограничениями своих прав. Имеется в виду невозможность регистрации на портале госуслуг с целью подачи заявления о выдаче или замене паспорта. Кроме того, трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг из-за недействительного документа. Принимать детей в первый класс с апреля начнут по новым правилам, сообщает «Российская газета». В частности, меняются сроки подачи документов и выпуска приказа о зачислении. Также расширился список льготников. Сообщается, что для семей, живущих на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении, дата старта записи – 1 апреля. Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов, то теперь акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после 30 июня. Кроме того, впервые прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. К этой минуте у меня все. Я передаю слово коллегам. Замечательная новость, Степан, для многих родителей, первоклашек. Да. Продолжая тему образования, предлагаю перейти к нашей уже ставшей традиционной рубрике «Якутия 20 лет в 21 веке». В этой рубрике мы вспоминаем о том, какой же путь прошла наша любимая республика за 20 лет в новом тысячелетии. Да, каждый день мы делимся с вами одним интересным фактом о Якутии в 21 веке. На прошлой неделе мы говорили о культуре, теперь мы предлагаем перейти к образованию. И сегодня начнем с фактов о том, как изменилось количество школ и детских садов. Якутия. 20 лет в 21 веке. Хорошее образование начинается с удобных, теплых, светлых и красивых детских садов и школ. За 20 лет в Якутии построили 238 новых школ на 43 тысячи учеников и 242 детсада на 19,5 тысяч мест. Благодаря этому все дети нашей республики старше 3 лет обеспечены местами в детских садах. Количество школьных компьютеров за 20 лет выросло в 3 раза. В 2000 году в школах Якутии был только 1 компьютер на 18 учеников. В 2020 году 1 компьютер на 6 учеников. Подключение к интернету за 20 лет получили более 500 школ и детских садов. Сейчас абсолютно все школы и детские сады нашей республики, даже в самых отдаленных населенных пунктах, подключены к всемирной компьютерной сети. Да, Даша, и вот, кстати, до 2025 года в нашей республике планируют построить более 20 новых школ и более 20 новых детских садиков. Это позволит перевести тысячи школьников на обучение в первую смену, и открытие новых детских садов даст родителям возможность выбирать, в какой садик отдать своего малыша. Ну а мы пожелаем всем малышам с радостью ходить в детский сад, а школьникам успешной учебы. Да, ну и пришло время для нашей утренней зарядки. Немножко разомнемся. Доброе утро всем. Доброе утро. Меня зовут Евгений. Я фитнес-тренер. Сегодня мы проведем тренировку на все тело для заряда бодрости на весь день. Начнем с разминки. Первое упражнение – шаг в сторону с подъемом рук вверх. На вдох делайте шаг в сторону и поднимайте руки вверх. На выдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 45 секунд. Второе упражнение – поднос бедра. Выполняем 45 секунд. На каждую ногу. Меняем ногу. Следующее упражнение – велосипед. Ложимся на спину и поочередно подтягиваем ноги к корпусу, имитируя вращение педалей велосипеда. Выполняем 45 секунд. Следующее упражнение – отжимание с касанием рукой плеча. Поставьте руки шире плеч. На вдох опуститесь вниз.
На выдох вернитесь в исходное положение и коснитесь рукой плеча. Выполняем 30 секунд. Следующее упражнение – раскладушка. Сядьте и упритесь руками в пол, вытянув ноги перед собой. На выдох подтяните колени к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 30 секунд. Хорошо задействуют мышцы корсета и пресса. Следующее упражнение – бёрпи. Встаньте в упор лежа и на выдох окажитесь в положении приседа. На вдох вернитесь в исходное положение. Бёрпи – это одно из самых тяжелых комплексных упражнений, но в то же время одно из самых эффективных для снижения жировой прослойки и для повышения выносливости. Заключительное упражнение – это планка. Встать в упор на локти так, чтобы ваше тело образовало одну линию. Стоим 45 секунд. Закончили. На этом мы закончили нашу утреннюю зарядку. Всем желаю здоровья, занимайтесь спортом. Желаю хорошего дня. Всем пока. Молодежное движение Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» запускает новый проект по работе с трудными подростками. Через спорт к движению добровольцев под таким девизом пройдет эта акция. Подробнее о ней, о работе «Молодежки ОНФ» мы сегодня поговорим с нашим гостем, координатором «Молодежки ОНФ» в Якутии Дмитрием Паньковым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что за интересный проект и чем он отличается от многих других? Действительно, проект очень интересен. Он стартовал осенью прошлого года. Это был пилотный проект. Он начал свое действие с Омской, Брянской и Свердловской областей. И смысл в том, что молодой тренер, который еще не выпустил суперчемпионов, а который сам только, возможно, закончил там физкультурный факультет, так сказать, берет себе в работу ребят, которые, считаются в обществе трудными, да? Это сироты, это те дети, которые стоят на учете в КДН, ПДН. И он начинает их через спорт приводить в добровольчество. То есть тренировка, потом мы идем помогать там людям, да. Об этом проекте было доложено 4 марта президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и он его поддержал, ему понравилась идея, и действительно мы начинаем этот проект потихонечку заводить в регионы. Чем он отличается? Да на самом деле многие не хотят видеть те проблемы, которые есть. Многие пытаются, наверное, как-то самоустраниться. Конечно, проще воспитывать чемпиона, когда он послушный, да? Ну да. А ребенка, который непоседа, так сказать, конечно, с ним надо работать более плотнее. Надо просто дать то внимание, которое он когда-то недополучил. То есть это такой, на самом деле, очень серьезный воспитательный процесс. Дмитрий, вот тогда возникает вопрос, а в соотношении количества трудных подростков и тренеров у нас хорошее? То есть мы нуждаемся еще в помощи, допустим, сколько тренеров вообще сейчас принимает участие? В Якутске? Да. Не, в Якутске мы еще не стартовали, да, я вам рассказываю о том, что будет буквально в ближайшее время. Тренера я уже молодого нашел на самом деле, и он не один, желающий есть. И достаточно было одного поста в ВКонтакте, и реально ребята начали интересоваться. Это молодые даже тренера, которые действительно элементарно учат молодежь там чеканить футбол во дворе. То есть действительно они тоже, сами-то ребята такие уличные. Но с тренерами вообще на самом деле в Якутии нет проблем. У нас очень развит спорт, все мы прекрасно знаем, у нас школа Олимпийского резерва, и поэтому действительно молодых, талантливых тренеров, их очень много, поэтому здесь мы с проблемами не столкнемся. Следующий вопрос тогда, а как же стать участником этого проекта? Участником очень просто стать, либо написать в директ нам на страницу Инстаграм, либо на странице ВКонтакте. Это все очень просто, там есть номера телефонов, поэтому трудностей никакой не возникнет. Расскажите про какие проекты у молодежки ОНФ есть. Ваши. Проектов очень много. Буквально 27 числа мы, это не проект, это праздник, наверное, был такой.
очень сложно, наверное, даже его праздником назвать. Это день создания Росгвардии. Да? Мы ребят водили в СОБР, проводили экскурсию, показательные там были выступления, с оружием они познакомились очень современным. То есть вот такие мероприятия патриотически направленные мы проводим, конечно, чуть ли не еженедельно. Поэтому проектом это, наверное, сложно назвать. Это действительно такие еженедельные акции, которые у нас продолжаются из года в год. Они длящиеся, так сказать. Вот. Ну, еще интересный проект, конечно, у нас был. Я надеюсь, что пандемия идет на спад, и он тоже будет реализован в этом году. Это «Уличный красава», это чемпионат по дворовому футболу, всероссийский. Наши ребята один раз ездили в Сочи, выигрывали дальневосточный этап. И думаю, что они повторят в этом году. Да, надеюсь, пандемия вроде как все идет к лучшему. Да? Ну и возвращаясь к теме пандемии, вы же не сидели без дела, верно? И вот мы знаем, что активную позицию проявили именно добровольческие отряды. Действительно, это 1700 добровольцев, которые сейчас зарегистрированы в Якутии. Это те люди, которые сплотились вот при этой беде и действительно не оставались в стороне. И таким способом было обработано 46 тысяч заявок, которые поступили в волонтерский корпус, где наша команда принимала также активное участие. Там было очень много добровольческих организаций, честно говоря, всех не перечислю. Но чему научило, да, это все? Это в первую очередь, наверное, уметь становиться в нужный момент сплоченными. Действительно, без команды, без соратников, сторонников очень сложно такое количество заявок обрабатывать. Автоволонтеры очень хорошо помогали. Мы не так давно, кстати, 23 марта праздновали День таксиста, но приурочили это все дело как раз-таки к автоволонтеров, поздравили их, вручили им СИЗы. То есть, конечно, они внесли большой вклад. Ну а сейчас волонтеры работают еще с вами вот именно по вопросам пандемии, так скажем? Да, по-прежнему действует телефон горячей линии, по-прежнему поступают заявки. И, наверное, нашу команду отличает то, что мы тех, кому мы помогаем, мы с ними всегда на связи. То есть у нас есть наши бабушки подшефные, которым реально мы еженедельно привозим молочку свежую. Они спокойно могут позвонить, попросить как-то помочь по дому, там собаку выгулить, картошку перевести, еще что-то. Такие заявочки потихоньку есть. Конечно, их стало меньше, слава богу. Действительно, люди уже потихонечку выходят из этого плена, так сказать, да, пандемийного. Но жизнь возвращается в свое русло. Это мы прекрасно видели. Недавно совершенно прошел фестиваль молодежный, который у нас был организован. Жизнь возвращается, это очень хорошо. Что ж, Дмитрий, спасибо вам. Желаем успеха вам, вашему проекту «Тренер», чтобы было побольше тренеров и, может быть, поменьше воспитуемых таких, да? И самое главное, чтобы это давало результаты и свои плоды приносило. Ну а мы обязательно будем следить за этим и оценивать ваш труд. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего дня. Спасибо большое вам. Степ, а ты знаешь, какой бренд в мире считается самым дорогим? Ну, я думаю, наверное, какой-то бренд, который производит средства связи, может быть, нет, гаджеты? Нет, немножечко не в то русло. Я предлагаю тебе вспомнить витрины магазина. Продуктовых. Продуктовых, да? Продуктовых? Ну, тогда напиток, наверное. Все верно. С красной этикеточкой. Все верно. Я не буду тебя мучить, ты угадал. Это бренд Coca-Cola. Сам напиток и этот уникальный рецепт появился 29 марта аж в 1886 году. И теперь Coca-Cola является самым популярным напитком в мире. Ну что ж, поздравляем Coca-Cola с днем рождения. О других значимых датах и событиях этого дня, 29 марта, мы расскажем в нашей следующей рубрике. 29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. Также сегодня Холи – праздник весны и ярких красок в индуизме – бенгальский Новый год. По народному календарю считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.
29 марта 1696 года Исаака Ньютона назначили смотрителем лондонского монетного двора. В 1873 году в этот день Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». 29 марта 1886 года – день рождения Кока-Колы. Рецепт этого популярного в мире напитка придумал американский полковник. 29 марта 1940 года Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. В бумагу, на которой печатались банкноты, стала внедряться тонкая металлическая нить. В 1998 году, 29 марта, в Лиссабоне открыт самый длинный европейский мост – мост Васко-да-Гама. Рекордсменом он был до открытия в России автодорожной части Крымского моста в мае 2018 года. 29 марта 1629 года родился Алексей Романов-Тишайший, русский царь, отец Петра I. В 1899 году в этот день родился Лаврентий Берия, советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина. 29 марта 1936 года на свет появился Станислав Говорухин, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и общественный деятель. 29 марта 1968 года родился Владимир Пресняков-младший, советский и российский эстрадный певец, композитор и актер. Именины в этот день празднуют Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан. Мы продолжаем наш утренний эфир. Степ, необходимо напомнить нам обратную связь с нашими телезрителями, потому что ты любишь это делать. Я люблю это делать. Напоминаю, WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На него можно присылать приветы, поздравления, какие-то добрые, позитивные утренние новости, чтобы поднять настроение всем жителям Республики Саха-Якутия. Также напомню страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте там интересные анонсы наших программ, ну и какие-то интересные новости, события. Ну а мы продолжим. Якутия всегда была и остается надежной кузницей кадров для всей России. Многие видные деятели молодости начинали свой трудовой путь именно на территории нашей республики, а потом занимали высокие должности и ответственные посты по всей России. Об одном таком человеке мы хотим вам рассказать сегодня. Это Виктор Константинович Попович, талантливый врач, сегодня занимает должность президента Московской 17-й клинической больницы. А начинал он свой путь выпускником мединститута в поселке Беркакит. О истории Виктора Константиновича расскажет наша коллега Айсена Бурнашова. Беркакит. Какой это год, интересно? Это где-то 81-й год. 81-й? Да. Свое знакомство с Якутией Виктор Константинович начал в Беркаките. В этот северный поселок он приехал по распределению в 1975 году. Новоиспеченного 25-летнего специалиста с дипломом Кишиневского мединститута не спугнули ни суровый нрав севера, ни якутские морозы. Когда приехал, как раз в феврале месяц, 56 градусов. Представляете, как я после Молдавии, 56 градусов. Шел по улице, сказала, что течет кровь вот здесь по щеке. Так непривычно все это. Ну, а потом что? Освоился, и я считаю, что это моя вторая родина. В железнодорожной больнице он работал сначала заведующим отделением терапии, затем и главным врачом. За эти годы лучшей на БАМе учреждение становилось трижды. Уже в 1992 году врач переступил порог управления здравоохранения Нерюнгри в качестве начальника. Время было тяжелое, вспоминает Виктор Константинович. Финансовый кризис, плачевное состояние медучреждений. Но самое главное – нехватка кадров. Тогда принял решение все менять. Попросился в командировку, поехал в Хабаровский медицинский институт, Благовещенский и Читинский. Поговорил с ректорами с просьбой, с Министерством здравоохранения Якутии, и нам разрешили, чтобы выпускники проходили интернатуру на базе нашей Нерюнгрийской больницы.
Старались и идти в ногу со временем. В те годы в Нерюнгри первым в Якутии появился компьютерный томограф, затем аппарат искусственной почки и техника для лапароскопии. Открыты дневные стационары, заработали первые программы профосмотров, появилась станция переливания крови. Здравоохранение в Нерюнгри стало лучшим по всем позициям. Кадры, финансы, нужно было повысить зарплату, обеспечить медикаментами, оборудование. Я считаю, вот это было самое интересное. Я ложился и вставал, что завтра нужно делать. Создали вот такую атмосферу в коллективе, дружба. Было приятно решить задачи, и самое главное, что сначала и после ухода вспоминали добрым словом. До сегодняшнего дня, что был вот такой Попович. В 2004 году Виктора Константиновича направили на работу в Москву. Сегодня он президент городской клинической больницы номер 17. Со дня переезда прошло уже 17 лет, но он до сих пор с невероятной любовью и теплотой вспоминает Якутию, Нерюнгри и своих коллег. В этом году Виктор Константинович вновь собирается навестить республику, ставшую ему второй родиной. Чтобы стать врачом, во-первых, нужно желание. Это раз. И второе, нужно быть очень храбрым человеком. Я проработал в Якутии 28 лет. Я прошел всю школу. Я там формировался как человек, там друзья были. Якутия, я считаю, что это моя вторая родина. Я благодарен судьбе, что работал в Якутии. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Какой замечательный человек. Да. Действительно, Виктор Константинович 28 лет проработал в Якутии. Якутия вот такая, вот оказывается, какая кузница кадров. Каких кадров дает стране. Я, кстати, знаю 2 человек, которые уехали также в столицу нашей Родины и работают там дикторами, не просто на федеральные голоса, вот так вот их называют, то есть на федеральных каналах. Ну что ж, ой, голос ушел аж от волнения. Как раз-таки самое время, мы сейчас немножечко прервемся, Да. а ты как раз можешь выпить водички для того, чтобы вернулся твой замечательный голос. Мы вновь желаем самого доброго утра всем, кто сейчас находится у экранов телевизора. Да, и продолжаем наш эфир. И у нас в студии вновь Сергей Михедов с самыми интересными и актуальными новостями. Доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. Глава Якутии поздравил Евгения Григорьева с победой в выборах мэра столицы республики. Айсен Николаев отметил, что Григорьев справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо Якутска. «Хочу поблагодарить всех горожан, которые не остались в стороне и в эти дни пришли на свои избирательные участки», отметил Айсен Николаев на официальной странице в Инстаграм. Проделан большой труд. Очень большое количество людей, сторонников. Мы системную работу провели. Благодаря этому я хочу сегодня выразить то, что большую благодарность всем тем людям, которые окружили меня своей взаимопониманием, своей поддержкой. И нам предстоит большая работа. Город должен развиваться. Город должен работать, и вот этот вот лозунг «Политику в сторону, все для людей» – это действительно то, чем мы собираемся заниматься. Напомним, в столице региона завершились досрочные выборы мэра. Победу одержал Евгений Григорьев, кандидат от «Единой России», до этого временно исполнявший обязанности главы Якутска. За него, по предварительным данным, свой голос отдали 34 900 избирателей, или 44% проголосовавших. Второе место в выборной гонке занял Виталий Обедин, представитель «Справедливой России». Он набрал 31 560 голосов. Замыкает тройку кандидат от Компартии Сава Михайлов. Его в качестве мэра хотели видеть 8 936 человек. Остальные кандидаты набрали 1% голосов и менее. По предварительным данным, выбора главы Якутска приняли участие меньше половины жителей города, или 41,44%. По данным территориальной избирательной комиссии, обработано 96,72% протоколов.
Впервые в регионе выборы проводились в течение 3 дней. Напомню, избирательные участки открылись в пятницу 26 марта. Проголосовать жители Якутска могли, начиная с 8 утра до 20:00. На участках строго соблюдались меры безопасности. На каждом организовали температурный контроль. Места для антисептической обработки рук, нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, в помещениях для голосования регулярно проводили дезинфекцию. В ТИКе считают, что опыт 3-дневных выборов поможет в будущей работе. Для нас это был первый опыт проводить такое многодневное голосование. Ну, есть как плюсы, так и минусы. Мы видим недостатки в своей работе, которые учтем, если будет применена такая практика, как многодневное голосование. Но мне кажется, если осенью федеральную кампанию на выборах депутатов Государственной Думы она продлится, то у нас, в отличие от остальных регионов, уже есть опыт работы. И у наших участковых избирательных комиссий есть опыт работы. Вот сейф-пакеты вносят такие свои нюансы. Мы научились с ними работать, научились подводить итоги. И мне кажется, что в сентябре все должно быть безупречно. К другим темам. Передачу земель под строительство жилья ускорят на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сегодня на рост цен на жилье в регионах Дальнего Востока влияет недостаточный объем предложений на рынке. За год-два планируется максимально нарастить объемы строительства. Напомню, решение о внедрении в Дальневосточном федеральном округе ипотеки под 2% принял президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Министерство обороны России запустило новый мультимедийный проект «Память крепче гранита», посвященный мемориалам Великой Отечественной войны и связанным с ними историческим событиям. Первая часть проекта посвящена памятникам, расположенным на территории России. В дальнейшем планируется опубликовать разделы про мемориалы Великой Отечественной войны в странах ближнего зарубежья и Европы. На интернет-странице можно увидеть изображения самих памятников и ознакомиться со связанными с ними рассекреченными историческими документами. К этой минуте у меня все. Увидимся чуть позже. Спасибо, Сергей. Мы продолжаем. Доброе утро всем. Сегодня, напоминаю, 29 марта, понедельник, новая рабочая неделя, новый день. Желаем, чтобы этот день и эта неделя у вас прошли на позитиве. Степ, у нас есть обратная связь с нашими телезрителями. Позволь мне прочесть несколько сообщений. Итак, Наталья, город Якутск. Поздравляю свою любимую доченьку с 5-летием. Умница, красавица, расти, будь здоровой, на радость нам, бабушке и дедушке. Напоминаем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него свои приветы, поздравления, какие-то интересные, добрые, позитивные новости. Также напомним страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь на страничку и узнавайте анонсы нашей программы. Степа, у меня возник вопрос. Веришь ли ты звездам? И вообще, начинаешь ли ты свое утро, допустим, с гороскопа? Я ж сам звезда, как я могу верить звездам? Ты такой скромный. Ну, я вот далеко не звезда, но порой с утра, проснувшись, прочту, что же ждет меня сегодня. И я предлагаю сейчас перейти к нашей следующей рубрике. Гороскоп. Овен. В этот период возрастает роль дружеских контактов и общения с окружающими. Успешно проходят поездки, учеба и обмен мнениями. Телец. Возможно, накопится усталость от бурной деятельности и множество впечатлений, и захочется взять паузу. Усиливается потребность разобраться в себе, в своих истинных желаниях. Прекрасное время для занятий духовными практиками. Близнецы. Наступает полоса тотального везения. Можно попытать удачу и купить лотерейный билет. Вероятность выигрыша повышается. Также активизируются ваши дружеские контакты. Для большего позитивного эффекта вам требуется самим проявить инициативу. Рак. Звезды ждут от вас активной деятельности, направленной на достижение поставленных целей. Вам может оказать поддержку влиятельный покровитель. Складываются благоприятные условия для карьерного продвижения. Лев. Хорошо переключить внимание на учебу и расширение кругозора. Успешно проходят поездки и путешествия. Можно проводить вебинары, публиковать статьи в интернете. Все это будет пользоваться поддержкой и приведет вас к большей популярности.
Дева, возможно, вам потребуется принимать оперативные решения в экстремальных обстоятельствах, когда нет времени на раздумья. В этом случае руководствуйтесь своими инстинктами. Удачное время для избавления от вредных привычек и перемен в карьере. Возможно, смена работы. Весы. Акценты смещаются на проработку вопросов, связанных с личной жизнью, в особенности с партнерскими и романтическими отношениями. Вам будет правильнее проявлять активность и инициативу. Скорпион, вы наиболее преуспеете в решении практических вопросов и будете получать удовлетворение от результатов работы. Избавляйтесь от старых ненужных вещей. Так вы привлечете свежую энергию в свое жилье и почувствуете улучшение самочувствия. Стрелец, вы можете почувствовать творческий подъем. Возможно, начнете заниматься спортом или искусством, или интересным ремеслом. Также активизируются ваши романтические отношения. У одиноких стрельцов может произойти знакомство с перспективой развития отношений. Козерог. Тема семейной жизни может стать для вас основной. Отношения с членами семьи улучшаются. Также в эти дни могут быть сделаны крупные покупки для дома. Успешно решаются хозяйственно-бытовые вопросы. Водолей, вы можете оказаться вовлечены в активные контакты. В поле вашего зрения могут появиться новые люди. Это могут быть как деловые, так и романтические знакомства. Хорошо проходят учеба и поездки. Рыбы. Рекомендуется переходить к практическим делам, связанным с приумножением финансов и решением материальных имущественных вопросов. Уровень доходов может вырасти за счет выполнения частных заказов. Психологический климат в семье улучшается. В Якутске началось тестирование по программе «Стань чемпионом». Пройдя несколько тестов, родители и дети могут понять, каким видом спорта более склонен их ребенок. На тестирование побывала наша коллега Катерина Винокурова. Теперь определить способность вашего ребенка к занятию тем или иным видом спорта можно буквально за 60 минут. И все благодаря федеральному экспериментальному инновационному проекту «Стань чемпионом». Для того, чтобы выявить наиболее подходящие виды спорта, ребенку необходимо пройти 4-этапное тестирование. То есть ребенок приходит индивидуально, специалист с ним занимается в течение часа, снимается порядка 150 показателей, проводится антропометрическое измерение, функциональная диагностика, психофизиологическое исследование и спортивное тестирование. На основе этих всех данных автоматически алгоритм выдает заключение с рекомендуемыми видами спорта, а также по всем основным показателям родитель видит. Инновационный метод создан в первую очередь для помощи родителям и тренерам в выборе подходящего вида спорта для ребенка. Ведь все родители хотят, чтобы дети занимались тем, что им действительно нравится. Я занимаюсь хоккеем, хотел бы я заниматься баскетболом и боксом. А хоккеем давно занимаешься? Хоккеем занимаюсь 6 лет. Продолжать будешь? Да. У Дамира наилучший вид спорта показал сложнокоординационные и спортивные игры. Туда же входит хоккей, поэтому 6 лет мы потеряли не зря. Правильный путь мы выбрали для ребенка. Очень такое тестирование хорошее, потому что приведу пример со старшей дочерью. Мы сколько с ней ходили на гимнастику, ходили на баскетбол, скидались, она тут себя попробовала, чтобы такого не было. Мне кажется, такой тест очень даже кстати. На сегодняшний день тестирование прошли десятки тысяч детей в возрасте от 6 до 12 лет. Благодаря тестированию можно получить не только рекомендации о видах спорта, к занятиям которыми ребенок потенциально предрасположен и сможет добиться максимальных успехов, но и получить подробную информацию о текущей физической форме ребенка, на что стоит обратить внимание. Тренеры неоднократно оставляли свои положительные отзывы. Во-первых, они уже получают деток, которые приходят детки после нашего тестирования с предрасположенностью к их конкретному виду спорта. То есть не приходят дети, которые способны заниматься боксом на танцы. А именно если мы направляем на танцы, они приходят в танцевальный спорт. Это большое подспорье и тренерам, и большое подспорье родителям.
Благодаря совершенствованию механизмов поиска и отбора спортивно одаренных детей мы можем усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва в Якутии. Не исключено, что это может способствовать появлению будущих чемпионов. Для того, чтобы пройти тестирование, необходимо предварительно записаться, заполнив заявку на сайте проекта sportchampions.ru. На сайте также подробно расписано, как подготовиться к тестированию и что необходимо взять с собой. Тестирование в Якутске проводится по 3 адресам: спортивный комплекс «Триумф», Республиканское училище Олимпийского резерва и Союз танцевального спорта республики по адресу Кулаковского, 28. Проверить своих детей может каждый, причем абсолютно бесплатно. Замечательная программа «Стань чемпионом». Я надеюсь, что у нас в республике будет благодаря этой программе больше чемпионов. Действительно. По видам спорта. Я, например, воспользовалась прямо сейчас и вот записала Sport Champions, куда можно подать заявку и протестировать. Хочу своего ребенка. Да. А вдруг она занимается совершенно не тем, вдруг она занимается тем, что я хочу, да, а не то, что она может. Да. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Да, продолжаем и переносимся из нашей республики в Исландию, в загадочную страну. С начала извержения вулкана Фаградальсфьядаль склоны окрестных гор превратились в зрительный зал, из которого публика наблюдает за фантастическим и, к тому же, бесплатным представлением, а кто-то и участвует в нем. За минувшие недели тысячи жителей Исландии протоптали народную тропу на полуостров Рейкьяенс. Огненное шоу притягивает туристов, фотографов и ученых. Насидевшись за время пандемии по домам, люди не устают любоваться ярким зрелищем. Многие возвращаются сюда снова и снова. Она здесь в 3-й раз. Поначалу можно было подойти почти к самому кратеру, но вскоре вытекающая из него лава застыла, образовала новую гору и стала отодвигать зрителей все дальше и дальше. Наплыв гостей таков, что власти проложили специальную пешеходную тропу к месту извержения протяженностью 3,5 километра. Ближе на машине подъехать нельзя. Организовано также патрулирование, чтобы никто не приближался к опасной зоне и не подвергся воздействию вулканических газов. Длинные вереницы припаркованных на обочине машин еще недавно пустынной дороги стали привычным элементом пейзажа. Что касается самого извержения, то вулканологи не берутся прогнозировать, когда оно закончится. Не исключено, что прежде пройдут годы, а возможно и десятки лет. Слушай, замечательно. Мне даже представить сложно, как вот это извержение вулкана идет, как-то вообще находиться вот рядом с ним прям. Действительно, у меня сразу только какие-то, знаешь, киноленты перед глазами, а жители Исландии, видишь, какой исторический момент, могут увидеть это воочию. Я думаю, там жарко. В любом случае. Ну что, мы продолжим, и сейчас самое время перейти к лайфхакам нашей дорогой, уважаемой Варвары Ивановны. Внимание на экран. Доброе утро, уважаемые садоводы и огородники. Мы продолжаем тему посадок. Сегодня я вам хочу рассказать все о таблеточках. Таблетки бывают несколько видов. Они бывают торфяные и кокосовые. Я всем рекомендую покупать именно торфяные таблетки, которые называются Джеффи. Они всяких размеров бывают. Бывают для мелких посадок, покрупнее, и есть совсем крупные для более крупных посадок. Самое главное, эти таблеточки нужно приготовить. Заливаю их горячей водой, именно горячей. Они вот так увеличиваются в размере. За всю зиму собираю яичную скорлупу, промываю ее хорошо, просушиваю, и она у меня идет вместо дренажа. Я сначала делаю яичную скорлупу, затем хочу вам еще показать один секрет. Я покупаю кошачий наполнитель. Вот, именно древесной, чтобы был без отдушек. Заливаем кипятком, и у нас получается вот такие опилочки. Смотрите. Вот эти опилочки мы берем и раскладываем сверху скорлупы. Очень удобно, это очень маленький расход. И теперь вот эти все таблеточки, которые мы приготовили, мы их вот так вот все поставим на эту подушечку. Делается это для того, что
мы этим самым продлеваем рост растений в таблетках. Это одновременно и дренаж, и сюда очень хорошо уходят корни. Для того, чтобы посадить мелкие сюда семена, совсем не обязательно, чтобы вот такой высоты. Я беру ножнички и вот так в серединке убираю вот это все, марлевую эту упаковочку. Смотрите, четко разделяется, и у нас с одной получилось сразу две. И точно так же мы их сюда ставим. А крупные, это для череночков. На этом все. На сегодня я хотела вам рассказать только о таблеточках. Всего доброго. Даш, ты уже посадила рассаду? Нет, к сожалению, я этим не увлекаюсь, но глядя на Варвару Ивановну, возникает желание просто вот делать то же самое, чему она делится с нами. А я, кстати, посадил помидорчики. Они у меня даже выросли немножко. А вот зимой я, знаешь, что хочу сделать? Я хочу микрозелень выращивать, попробовать всю зиму круглую, всю нашу суровую якутскую зиму выращивать у себя там на полочке. Но тогда тебе нужно будет подружиться с нашим экспертом, с Варварой Ивановной. Нужно. Она научит. Я за экологию. И вот, кстати, тысячи городов планеты вечером в субботу на 60 минут погрузились во мглу. По всему миру прошла ежегодная акция «Час Земли». Символическое отключение света призвано напомнить о необходимости беречь окружающую среду и уменьшить влияние человечества на изменение климата. Акцию организует Всемирный фонд дикой природы. К ней традиционно призывают присоединиться всех желающих. Частные лица могут просто выключить на час ненужные электроприборы, а администрации городов, как правило, временно отключают подсветку на главных достопримечательностях. В частности, в Москве погас свет на Красной площади. В Афинах перестали подсвечивать Акрополь. В Гонконге тысячи компаний выключили свет в своих офисах, в небоскребах. Первый час Земли прошел в 2007 году в Сиднее. К 2021 число городов-участников превысило аж 7 тысяч городов. Вот такие данные. Вы обратите внимание, мы сейчас можем увидеть, как все выключается. Да, очень так зрелищно это выглядит. Ну, я думаю, это такая, знаешь, хорошая, добрая традиция. Мне кажется, можно даже дома практиковать. Знаешь, конечно. Так, каждую субботу на час выключать свет дома и побыть в полной темноте. Глядишь? Романтично. Романтично? И помогаем природе. И, кстати, как отключение света демографию поднимают. Это научно доказанный факт. Кто о чем, да, Степа? Степа, а ты знаешь, что такое таракурук? Что это? Какое-то индийское заклинание? Таракурук. Ну, еще варианты. Не знаю. Без понятия, правда, первый раз слышу это слово. На самом деле, Степ, это специальная сумка для соли. А вот как ее применяли и применяют ивенкийские оленеводы, мы узнаем прямо сейчас из следующей рубрики «История вещей». Якутяне, а знаете ли вы, какое любимое лакомство у оленей? Это соль. И в руках у меня эвенкийский традиционный туракорук. Это мешочек с солью для подманивания оленей. Что же из себя представляет этот мешочек? Вообще, туракорук всегда шили из ровдуги. Гораздо позже начали шить его из плотных тканей. В руках у меня брезентовые туракоруки. К ним привязывали, пришивали ложные копытца оленьи. Для чего же использовалось это приспособление? Зимой, в холодное время года, когда олени разбредались по тайге, ивенку было очень сложно собрать их в стадо. И тогда они трясли этим мешочком. Слышите звук? Так вот, этот звук олени слышали за много-много километров на уровне ультразвука. И тогда они сами со всех ног неслись к пастуху, зная, что их ждет излюбленное лакомство – это соль. Как же попал к нам в музей этот туракорук? В конце 70-х, начале 80-х годов Нерюнгринский музей проводил этнографические экспедиции на эвенкийские стойбища совхоза «Золотинка». В этот период и были приобретены вот эти вот уникальные предметы.
И теперь вы уже знаете, что больше всего любят олени. А я знаю, что такое туракурук теперь. Слово очень красивое. Нет, правда, оно как какое-то заклинание. Да, и оно, так знаешь, очень легко запоминается, да? Как-то откладывается в памяти. Ну что, продолжая тему животного мира, я, знаете, очень люблю вот леопардов. И поэтому следующая, знаешь, такая информационная подводочка прям по моей душе. Итак, многодетное семейство краснокнижных дальневосточных леопардов, мать и 3 детенышей попали в объектив фотоловушки, установленной на территории национального парка «Земля леопардов» в Приморском крае. На кадрах, опубликованных в пятницу, видно, как внимание самки леопарда привлекает нечто, находящееся за кадром. Животное, которого специалисты заповедника идентифицировали как Leo-117F, через некоторое время внимательного наблюдения выходит из кадра, тогда как ее малыши продолжают обозревать, оставаясь в безопасном расстоянии. Специалисты предполагают, что Leo-117F могла отправиться на охоту на оленя или косулю, совместив возможность накормить семейство с обучением детенышей приемом добычи питания. Кроме того, в национальном парке заявили, что леопардам не угрожала никакая опасность, поскольку через некоторое время они оказались в кадре фотоловушки на соседней территории. Популяция дальневосточного леопарда, который занесен в Красную книгу в начале 2000-х годов, насчитывала около 35 особей. Мероприятия по повышению численности редкого животного привели к тому, что в настоящее время учеными в России зарегистрированы порядка 100 особей. Вот так, да, вот посмотри, до чего технологии дошли, что вот мы можем даже следить за такими уникальными моментами в жизни, да, животных. Да. Ну что, Степа, у нас есть сообщение в WhatsApp. Давай. Итак, дорогого супруга поздравляю с приобретением автомобиля. Ирина, Якутск. Какая замечательная новость. Ты представляешь, утром, значит, она проснулась, включила телевизор. И приобрела автомобиль, да? Вспомнила, видимо, что на днях одной из главной новостей в ее жизни было приобретение автомобиля и решила поздравить супруга. Ну, здорово, здорово. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Хорошее дело. Город Нерингри с нами на связи. Нерингри приветствует всех жителей республики. Хотим пожелать вам приятного, доброго утра. Да, кстати, скоро планируется большой десант нашей программы «Утро Якутии» как раз-таки в город Нерингри. Оттуда будут выходить сюжеты именно про этот город, про жителей этого славного города Нерингри. Поэтому встречайте утро с телеканалами Якутия-24 и НВК Саха. Напоминаем также наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. В мире часто сменяющихся законов не всегда удается за ними уследить. Например, какие льготы и привилегии имеют многодетные матери. Об этом расскажет наш юрист. Доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим о тех привилегиях, которые установлены для многодетных родителей. В 2018 году в Трудовой кодекс Российской Федерации была введена новая статья 262 со значком 2, согласно которой многодетные родители имели право на ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от времени его использования, то есть по их желанию, независимо от графика, те многодетные родители, которые имели 3 и более детей до 12 лет. Надо сказать, что данная статья даже не приобрела какой-то практики, и вот в эту статью внесли изменения. И совершенно правильно, потому что они расширили возможности для отдыха многодетных семей. Теперь у нас могут использовать отпуск в любое удобное для них время многодетные родители, которые имеют при этом, вот при применении данной статьи, необходимо иметь в виду, что у нас на предприятии отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, так установлено статьей 123 Трудового кодекса. Поэтому полагаем, что те работники, которые имеют право на использование отпуска в удобное для них время, они все-таки должны тоже встать в график отпусков и указать ту дату, в которой они предполагают использовать очередной оплачиваемый отпуск. И вместе с тем
несмотря на то, что в график эти многодетные семьи родители встали, значит, все-таки у него остается право использовать отпуск в удобное для него время. То есть, если возникнет необходимость и необходимо изменить время предоставления отпуска, полагаю, что работники должны подать заявление работодателю о том, что на какой период они хотят использовать этот отпуск, и работодатель должен удовлетворить такое заявление работника. Ну что ж, полезная информация. Очень хорошо, что мы ее услышали и довели до вас, уважаемые зрители. Наша программа потихонечку близится к концу. Мы проснулись. Да. Я надеюсь, многие телезрители тоже проснулись благодаря нашему эфиру. Ну и что, начало новой недели. Нужно все распланировать, разложить по полочкам. По крайней мере, сегодняшний день у меня распланирован. Я обязательно зарегистрирую ребенка на проект «Стань чемпионом». Затем я все-таки посмотрю еще прекрасные кадры извержения вулкана в Исландии. Посмотришь, сколько стоят туда билеты. Да, как минимум ради интереса хотя бы, да. А я пересмотрю советы Варвары Ивановны, полью свои помидорчики сегодня. Ну а вам мы желаем всего самого-самого доброго, хорошего утра и отличного дня. Увидимся завтра.